أحمد مرسى ووغي لو حلت اليون على ميكروفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سلام ماشر دشي مسياغا وخشوا بولش ويدي شواشكا لدو وشميلو تشينغا الله دالا ويدي اشتيك ليلو شتيك شيدو هادوэль бусолдна нохчук омана пойдя дуэль везендела. Я приветствую всех наших участников и слушателей данного эфира. И я готов ответить на вопросы, которые есть у наших участников или наших слушателей. Со мной сегодня связался Шамиль Албаков и предложил мне принять участие в вечернем эфире в IC. Я с удовольствием согласился. У меня есть буквально 10-15 минут. Я могу дать комментарии и могу ответить на вопросы, которые есть у наших участников. Я слушаю вас, Шамиль. الله رئيس خلا أحمد ماش هو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Да, хапуром эрси махтадис хадой. Я тогда задам вот несколько вопросов, которые накопились. Значит, у нас две темы. Это первая тема касательно вот заявления Хусейна Джамбетова и его нахождения в Чечне. И вторая тема это, значит, Горская республика. Значит, по первой теме у нас несколько вопросов. Значит, во-первых, мог бы ты дать короткий комментарий касательно позиции правительства Чеченской республики Ичкерия вот насчет Хусейна Джамбетова и его последнего высказывания. Это первый вопрос. Окей, хорошо. Шамиль и все наши слушатели, я на самом деле слышал о том, что он уже находится в Чечне несколько дней назад, но я до конца в это не верил, потому что мне казалось это нереальным, потому что все, кто общались с Хусейном Джамбетовым, они понимают, что у него есть определенные проблемы с психикой, и у него есть определенный, он жил в каком-то своем мире на самом деле, и с прошлого году еще 6, по-моему, декабря, и мне нужно уточнить, да, точно, 6 декабря в 2022 году он был уволен с рядов вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия. И с этого времени он являлся как бы самостоятельным, свободным человеком. Я с ним встречался, последний раз я с ним встречался в Брюсселе. Первый раз я с ним встретился в Украине, это в мае месяце, когда первый раз наша делегация сюда прибыла. И последний раз я с ним встретился в том же 22 году, вернее, уже в 23-м году в Брюсселе, когда проходили мероприятия, посвященные годовщине начала русско-чеченской войны и к 79-й годовщине депортации чеченцев и ингушей. А после завершения этого мероприятия он ко мне подошел и сказал, что он раздумывал и думает, чем бы ему сейчас заниматься, и сказал, что, наверное, он будет заниматься публицистикой. На что я ему ответил: да, ты можешь делать это, у тебя есть возможности все, есть компьютер, есть твой собственный канал, тем более он там вынашивал идею создать партию Да, что-то вот Хонахи, Хонахи Тобат, партию Хонахи Тобат. Я его поздравил, пожелал ему удачи, и все. После этого я больше его не видел. И последний раз, уже после этого, буквально вчера ночью, по-моему, мне кто-то прислал его обращение. Что я в связи с этим могу сказать? Те, кто действительно считают и переживают за то, что произошло, я хочу их успокоить. Никакой проблемы его поездка в Чечню не представляется для вооруженных сил Чеченской республики в Украине. Руководство Украины, военное руководство, они еще с того времени, в принципе, понимали и знали, что он уже не входит в наши структуры. То есть он никогда не входил в легион, иностранный легион. Он состоял в рядах ВСУ. Еще до нашего появления он один из первых, по-моему, когда началась вторая военная кампания, вернее, после 24 февраля он оказался здесь, и он был принят и зачислен в вооруженные силы Украины. И он в этих структурах состоял, когда я его видел и с ним познакомился, когда он пожелал перейти в наши вооруженные структуры и служить верой и правдой чеченскому отечеству и чеченской армии. То есть
С этого времени у нас были контакты, но вот уже с февраля 24-го у меня с февраля 24-25 я больше с ним не разговаривал, но у меня была информация о том, что ездил он в Турции, встречался с так называемыми эмиратчиками. Также у нас была информация о возможной его встрече с кем-то из представителей кадыровских коллаборантов. Это тоже информация у нас была. Ну, мы особо этому значению не придавали, потому что для нас это уже была закрытая тема. Он не входил в вооруженные структуры Чеченской Республики Ичкерия и не представлял для нас никакой угрозы. То есть никакими секретами он не обладал, никакую ценную информацию он предоставить ни русским, ни коллаборантам не может, потому что у него этой информации никогда не было. Он может только говорить, исходя из своего больного воображения, чтобы предстать перед ними ценным кадром или представлять для них интересы. Я это допускаю. Но в реальности этот человек никак не может повлиять на ситуацию нашей армии в рядах вооруженных сил Украины, и никак не может его предательство или его поездка в Чечню изменить ход событий. Те пытаются сделать на нем какую-то пропаганду и представить эту акцию как политическую. Я думаю, что это от безысходности. Это говорит очередной раз о том, что у них дела обстоят очень плачевно, раз они прибегают к помощи таких людей, как Хусейн Джамбетов. Аларис, благодарю за ответ. Значит, второй вопрос. Мне, конечно, очень неудобно его задавать, но так как это озвучивается и обсуждается, придется его задать. Значит, несколько лет назад на одной из конференций ты сделал такое заявление, в котором ты сказал, что вот эти кадыровцы, которых мы сегодня называем кадыровцами, с ними, значит, я вас заверяю, что с ними нам придется восстанавливать, или с ними мы будем восстанавливать республику, наше государство. Я знаю, например, что ты ни в коем случае не имеешь в виду тех, у кого на руках кровь, кто повинен в бедах и в трагедии нашего народа. Но вот это обобщенное заявление, оно как бы дало, значит, повод нашим оппонентам опять очередной раз вести дискредитацию против правительства и в частности против тебя. Мог бы ты вот это заявление уточнить, с какими кадыровцами будем строить или с какими кадыровцами не будем строить государство? Сегодня чеченцы, которые находятся на оккупированной территории Чеченской Республики, они все являются кадыровцами. Если исходить из политической реалии, которые сложились в Чечне. Вы не найдете ни одного чеченца, который сегодня, находясь в Чечне, вам скажет: нет, я не кадыровец, я не признаю власть Кадырова, и я готов отстаивать какую-то другую позицию. Таких людей сегодня в Чечне нет. Но в Чечне проживает наш народ, наша нация. И, естественно, я знаю, о чем вы говорите. Мне буквально перед нашим эфиром кто-то сбросил этот отрывок из моего доклада, который я сделал в 2017 году в Брюсселе, перед тем, как мы подписали меморандум о том, что Чеченская Республика и Российская Федерация будут строить свои отношения на основе принципов и норм международного права. То есть на основе договора, который был подписан Ельциным и Масхадовым. И вот на этом форуме я выступил, и это было в моем докладе, который удулговцы выхватили из контекста и это представили. Но я могу сейчас опять-таки повторить. Да, мы будем восстанавливать наше государство, мы будем укреплять наше государство и с теми чеченцами, которые сегодня находятся в Чечне и вынуждены называть себя кадыровцами.
Я ни в коем случае не имею в виду и никогда не имел в виду о том, что люди, которые предали свой народ, являются палачами чеченского народа, как бы они себя ни называли, кадыровцами, алхановцами, кем бы, путинистами, эти люди понесут соответствующее наказание за свое предательство. А те чеченцы, которые вынуждены находятся под российской оккупацией, в соответствии с нормами шариата, с международными нормами, мы не имеем права зачислять этих людей в разряд предателей и изменников. Если вы руководствуетесь международными нормами, если люди, которые оказались под оккупацией, под чьей-то, если власть и государство не сумело их защитить, они являются жертвами, да? Они приспосабливаются к той ситуации с одной единственной целью, чтобы выжить. И наш народ сегодня, находящийся под российской оккупацией, под тиранией Кадырова и его палачей, он выживает. И поэтому я не зачисляю чеченский народ, который находится на территории Чечни под российской оккупацией, врагами чеченского народа или чеченского государства. Сегодня в вооруженных структурах России под российскими флагами служат более 50 тысяч чеченцев, молодых чеченцев, которые привлечены к эти структуры насильно, ненасильно, или же сложившаяся ситуация, которая есть на сегодняшний день и на сегодняшний момент. И вот в том моем выступлении, когда я говорил о Джохаре Дудаеве, мы имеем опыт. Мы после депортации, где мы потеряли больше половины нашего населения в результате геноцида, во время депортации, после возвращения, после 13 лет нахождения в Сибири и после таких потерь, чеченцы, которые вернулись на родину, они еще, хотя сопротивление, чеченское сопротивление, очаги не были погашены, костры в горах еще горели. Они не в горы ушли к тем, кто продолжал сопротивление и все эти годы находился на территории. Они вступили в те структуры, академии, военные академии. Те люди моего поколения, это они помнят. И сегодняшние молодые чеченцы, которые выросли под российской оккупацией, да, они идут в эти структуры. Но имеем ли мы право зачислять их и объявлять их врагами чеченского народа? Мое мнение, категорически нет. Политически это нам выгодно? Категорически нет. В каком отношении может быть это выгодно? И кому выгодно, чтобы мы имели конфронтацию с чеченцами, которые находятся на территории под российской оккупацией? Это выгодно только тем, кто не хочет деоккупации нашей страны, тем, кто не хочет объединения нашего народа, тем, кто не хочет укрепления и восстановления нашей государственности. Моя позиция заключается в том, что мы должны объединиться, и мы должны с помощью тех, кто сегодня находится дома, и деоккупировать нашу страну, и восстановить нашу государственность, и усилить наше государство. Это моя позиция, я от нее никогда не откажусь до тех пор, пока я буду заниматься политикой и говорить о политических реалиях или о политических перспективах чеченцев и нашего государства, я буду держать этот курс. Этот курс определен, и он абсолютно утвержден членами Государственного комитета деоккупации. Это не только моя позиция, это позиция нашего руководства, высшего руководства Чеченской Республики Ичкерия. Мы эти темы всегда обсуждали. Даже перед тем, как я делаю какое-либо заявление, мы эти вопросы выносим на обсуждение Государственного комитета деоккупации. И после наших дискуссий, после того, как мы обсуждали все эти вопросы, я после этого делаю какие-то заявления, связанные с ситуацией, политической ситуацией и в Чечне, и с тем, что мы делаем сегодня. Поэтому, Шамиль, мне нечего стесняться, и мне нечего не перед кем оправдываться. Это моя твердая позиция, что чеченский народ, он должен объединиться, чеченский народ должен объединиться на принципах своей государственности, независимости и исключать из этого процесса населения, которое сегодня находится под российской оккупацией, благодаря которому мы сегодня имеем наше Отечество. Если бы все чеченцы, как в свое время
убыхи, адыги и другие племена выехали бы из нашей территории, сегодня уже сколько лет? Более 200 лет черкесы, адыги и другие народности, которые покинули свою страну и свою историческую родину, они до сих пор не могут возвратиться. А у нас есть реальная перспектива возвращения на нашу родину, возвращения и восстановления нашей государственности. И это произошло именно благодаря тому, что, несмотря на жертвы, на унижение, на насилие, на несправедливость, которая творится на нашей земле, этот наш народ, господин чеченский народ, сохранил нам наше Отечество, и мы должны быть им благодарны и признательны. А тех, кого мы сегодня пытаемся зачислить в предателей и приговорить к высшей мере наказания, или я не знаю, кто себе как это представляет, это дети тех людей, которые сохранили наше Отечество. Это те дети, которые остались на этой территории, и сегодня мы благодаря им имеем наше Отечество, и мы можем на весь мир говорить о том, что наша территория оккупирована. Мы это можем говорить, потому что там есть наш народ. Черкесы, другие национальности, убыхи, которые практически исчезли, они не могут говорить сегодня так же, как мы, ссылаясь и апеллируя к народу, что народ находится под оккупацией. Поэтому я уверен в том, что мы должны выстраивать отношения. Мы и чеченский народ, который находится и который ждет нашего возвращения, с тем, чтобы мы могли восстановить нашу страну и с тем, чтобы мы могли деоккупировать с их помощью нашу страну. Мы должны быть им признательны, и мы им признательны. И мы говорим им, иншаллах, мы победим, иншаллах, они будут свободны, иншаллах, наше государство будет независимым и свободным. Я надеюсь, что наши оппоненты найдут себе достаточно достоинства, чтобы вот это выступление полностью, значит, не вырезать из него какие-то отрывки, а опубликовать полностью в ответ на вот эту дискредитацию, которую недавно опубликовали. У меня следующий вопрос, это вот тоже вот ставят в вину, упрекают и попрекают тем, что не первый вот сторонник правительства Чеченской Республики Ичкерия за рубежом переходит на сторону Кадырова. Ранее была, значит, Рубати, была там другие, там Ампукаева упоминают. Вот насчет этого вот, что можно ответить? Конечно же, это говорят люди, которые не имеют вокруг себя там какой-то команды, не делают какую-то работу, и, конечно же, автоматом не совершают каких-то ошибок. И вот насчет этого, что можно сказать в ответ, что вот бывшие сторонники переходят на сторону Кадырова? Я могу привести только исторические такие, вот то, что мы имеем, да, истории. Вот была Вторая мировая война, СССР вступила в войну. И ты знаешь, какое количество было предателей-перебежчиков? Официальная цифра – это 5 миллионов. Ты можешь себе представить? 5 миллионов. Переходили на сторону противника генералы, именитые люди. И верой и правдой служили нацистам. Возьмите Грузию, которая была ввергнута в войну. Сколько грузин воевало на стороне русских? Сколько грузин перешло на сторону русских? Возьмите сегодняшнюю Украину, которая сегодня потрясла своим мужеством, героизмом, своим противостоянием российским агрессорам. Ну сколько коллаборантов в числе украинского народа и в высшем эшелоне власти, сколько их было и сколько их перешло. Поэтому это феномен предательства, это не изобретение чеченцев. К большому сожалению, где идет война, там находятся и герои, и находятся предатели. И с этим никто ничего не сможет сделать. И в этом вопросе чеченцы тоже не оказались исключением. Даже нашу историю, возьмите Кавказскую войну, сколько раз именитых чеченцев переходило на сторону русских и воевало вместе с русскими против чеченцев, против своих соплеменников. То есть это не ичкерийская исключительно проблема, это проблема войны, проблема, когда идет война, есть малодушные, есть герои, которые готовы самопожертвовать, а есть какие-то люди, которые из политических каких-то соображений пытаются играть. Есть те, которые заинтересованы в каких-то материальном благе и за
определенную сумму денег, они предаются и продаются. А в нашем случае, начиная с первой чеченской войны, да, у нас тоже были предатели, но у нас героев всегда больше, чем предателей. И этим мы отличаемся от всех остальных. Аллах Ресхал. Так, последний вопрос касательно этой темы. Это будет ли принято, значит, соответствующими органами правительства, при правительстве Чеченской Республики Ичкерия, решение касательно вот действия Хусейна Джамбетова, будет ли он объявлен там врагом или предателем, или какая формулировка там приемлема в рамках законодательства? Вот такое постановление будет или уголовное дело будет заведено насчет этого? Если мы исходим из каких-то правовых нюансов, у нас нет абсолютно никакого основания сегодня предъявлять ему какие-то претензии. Я имею в виду, он в наших вооруженных структурах не состоял. Он имеет гражданство, бельгийское гражданство он уже имеет. Но как гражданин и человек, который предал или предаст наши интересы, естественно, против него прокуратура должна возбудить уголовное дело. Но это вопрос уже не ко мне. Это вопрос нашим соответствующим органам власти, прокуратуре, Министерству юстиции, Следственному комитету, которые должны разобраться и установить, в чем и какие претензии и какая вина у Джамбетова, и что они ему предъявляют. И потом уже суд вынесет решение. Я не судья, я не прокурор. И поэтому из политических акций, которые, исходя из политических интересов, он нам не нанес абсолютно никакого ущерба, потому что он не состоял в рядах вооруженных сил Чеченской Республики. А сколько людей из Европы ездят домой, если послушать его речь, исходя из его разговора, который мы сегодня имеем, он заслуживает ордена, а не наказания. Он говорит, что он стоит на позициях свободы и независимости. Он чтит все наши символики, он нам показывает, да, вот это ичкерийский флаг, вот это ичкерийский герб. И я, как человек, стоящий на принципах свободы и независимости чеченского государства, прибыл сюда, чтобы посмотреть, что здесь происходит. Это немного дурковато, конечно, но в то же время у прокурора на основании его выступления нет возможности возбудить против него уголовное дело. Разве что за букву Z, может быть. И это тоже еще нужно доказать. Эта буква Z, она фикция, она оставлена, или он имеет эту букву Z? Я не знаю. Просто нужны соответствующие структуры, я уверен в том, что будут разбираться и будут принимать соответствующие решения. Но это не мое решение, и не я должен этим управлять. У нас есть соответствующие структуры, соответствующие министерства. Я уверен в том, что они уже занимаются этими вопросами. Аллах, а последний вопрос, это уже на другую тему, вот касательно наметившей, насчет конференции, которую мы сейчас запланировали на 27 мая, если у тебя что-то, что бы ты хотел озвучить, и как-то, какие цели, задачи, какой формат этой конференции запланирован? Давайте сейчас мы сразу определимся. Речь идет о научной конференции. Здесь сегодня в Киеве, или 27-го, как мы наметили эту конференцию, речь не идет о восстановлении Конфедерации народов Кавказа. Речь не идет о создании какого-то конфедеративного союза. Речь идет о том, что мы сегодня, признавая исторический факт, 105 лет был создан такой союз, Кавказский союз, и мы проводим научную конференцию с привлечением аналитиков, экспертов и международного права, и Кавказа, и таких всевозможных союзов, конфедеративных союзов, федеративных союзов. Мы будем давать оценку тем событиям, которые происходили. И в ближайшие дни будет опечатана и распространена программа этой конференции, участники этой конференции. Но для начала просто нужно понимать, что речь не идет о восстановлении
того конфедеративного государственного образования, которое было 105 лет назад. Речь идет о научной конференции. И участники, которые определяются туда, я не могу раньше времени их называть, но я думаю, что после пятницы, уже на следующей неделе, и участники, состав участников, спикеров и гостей, он будет известен. И программа, как это будет проходить, она будет опубликована. Поэтому я думаю, что мы на этом должны ограничиться. Сам факт, что 27-го в Киеве пройдет международная конференция, посвященная 105-й годовщине, по 105-й годовщине создания конфедеративного союза под названием Горская Республика. Вот этим мы сейчас занимаемся. Мы это заявили еще в январе, когда мы выступали в Европарламенте, и мы об этом заявляли и в последующем. И вот последний форум, который прошел в Вашингтоне, Нью-Йорке, там тоже наш министр иностранных дел заявил о том, что вот мы имеем такие намерения проведения этого мероприятия. И были приглашены определенные люди. Алла, Ресхал, так, все очень подробно и важно. У меня вопросы, больше у меня вопросов нету. Если у тебя еще 5 минут есть, то... Вот буквально 5 минут, я постараюсь коротко ответить, если есть вопросы, 5 минут. Да, вот тогда, если у нас из участников кто-то хочет пару вопросов задать. Так, здесь я вижу Артур и XX. Так, админы, определитесь, кому из них можно слово. Так, Хамилу, я не... Отключите, админ. Вистхал, ваш конах изам, вистхал. Да, Вежери, хакоучи, чиллаш микрофонас, лилу рифунар. Конах изам, дало конах. Конах изам, вистхалит. Салам алейкум, рахматуллахи масарга. Шаг Машул. На русском мне или на чеченском? Было бы удобно на чеченском, но можно и на русском. Ну, вот как я отвечу. Ахаттари хажин жуаплу духом. Долча гулуа. Холодно, просто это вопроса именно вей комю хаду вопрос. Туса и цундела та эра дицелер сони. Цундела Ахмадик, дуса Ахмадик, что сорез вот что хума, сорез вол что хума, алишо шмуйсо, например, да, и общим халдуется. Насчет этого вопроса кадыровцев, да, и аллера цуна ажим резваться, он со канал, худукчон, кучаболчон махар, со канал лилдеша, канал чуаха именно он истории канал до. Канал Чуах, Гязуш, обратной связи, как минимум 1000, может 2000 разных языков, духовных языков, царя духовных, но чуть-чуть языков был, так и наха цукадирован реза, бачуш конкретно цукадирован рез, больше будешь просто сон низ сахет, бодадич называть людей тех жителей Чечни кадыровцами, даже я могу уверенно сказать, половина населения и Кадырова Бархаба бьешь бацуш, и кадыровцами себя не считают, да, из-за ниса рецон бададич, из алардуи, нах рез харбати царинц, что недовольство. Я зорю хасу моссу метя, почему нас всех считают кадыровцами, а кто себя считает на самом деле кадыровцем, так сон инаха вейкоман пойден хербу алцахет сон амад, например, дуи он алча кадыров таган кадыровец хана вей ау хербу иш вей ау хельчухан вей таау вей власт ункарту таау вей юга далт имакач что власт керием чота юга вей идеал дальча юга иш дихал я уж богу власть меняется бог что нахуй штиш мецахет сон вей языка качество ю количество я количество цаца халапайд. Я там тяхца хиловой, там тяхал, шинат амя хилдуой, да, вот шинат амя ха, вон количество цапает себе, надуй. Сундейла инаха подчеркивает, бардик дарял, цахет сундуй, гнальча, иш кадыровча, тем более бог олашки, та дакчуа кадыровец, таган багчуа даже дючпол, на буй, иш тешми буял цахет сун. И таган войнюка, хуз, например, эра, вой, сан дубохшпол, Хосен, интересно, сексуни, цавоуз, милу цагасуни, вица досак. Таган хуау камялдин, су кан дия камялдин сун.
таким же макаром может завтра быть, короче, обратный, да, со дохков, ела, со ват, со ци бехки, со ци модерати, со юмет вина эльч, и сано, со твит вез эл цагиет сон, дуй, иш пачалки, я бей биш баца, я эхку биш баца, но ши пачал каши уровень хальез Ответственно, что наверное, он начал почал, когда именно югош пеше, и символ и дугличный нахбуешь, дихас яха лел что, нахбуй, так инзвен генат и хамби варги на войн, емда и варги на войн, осперо там я person топиоч, бригадный генерал, дивизионный генерал, шелерцан, сун. Хизам, so примен вас транюши элер, а дух диртица, там всех чехолом, и сей отznaхан еллил. Харца ело звани шу иш сан хиетсон даже Хосенина Ахмад, например, сон и майор звани ело бокса ярк видео я сон и бок до цагасон и реально ело я цагасон сон ичкери и майор звани цусагана самонт я чехвел цагалч ело гора цагиетсон дуй ла рейс хушон خوان غزامة هنت عدين دوش قميل سنغيتك دون عرنوش ما تعدين شو ديك دون قميل هون تعشى وي ميل ديوشتك ليلوشتك وي غلدوش بو وي الدو نوخ دشنا خات هذا أخشى تناشين تا جمع أشتياش إزوينو ناخنو عداج وش دقو ماست بقوة تغنو ليلوش تفوقته هنت أعلق أعبوخ دو أسبوعشتك أسكديرش بوجا تغن publiczne حلقاتنا شاكدير وات على ذهر والشي آل يشول شتق وات سويتا أما ويقام دو إز اشتيتا بو زينيح ميل دوق بو خيان زينيح بو يوق متكا يو أما ويتغنى إناخ تان إعبولش بالقيرن بو إوين قوش تغيرش وإناخ لربيش تغيرش وإناخ تار وإناخ واستخير بات وإش لربر أغيون ويوشي دال مقلعة عين أعبيوش بولش ناخ أجر ديكني كودو ويبوصل بناخ دوي ويبوصل بنشتو تأخذ بوصل بناخ نيوقعها بيلجو داقنا شرع وبيلجو داقنا دايتنا بتعب هو أصلا تعب بيحكمش بق بيلجو بيحدث وتبيحكمش إحها ويجنوخهم قاستودو ويقاستو ديزردو وشرع سودش خلر إذا ويدالا ويبين ساقيه تنبو إذا ويتع دين دوتش بالنحسن إذا حلقة يلا وي شوي تخوي يلا ويتيل كياتشر در ويقام نقصنا ويبوصل بنشتات أم ويتعن بوصل بنش خلرو وين إخيه تنبينا وين يقع دولشتو هما دال بوخش أو راعي قاسته ويشوش تغن ويتعدولشتو الحال ويتأحوط إحر ليش تقشر عليه تندول حال دال بوخش أو حوق قاسته يشوش هم دو إزدات سنديلا ويتغنيها تقيق مش بيتش وي تان لا ديوش وي سينغ تامبولش وي ليلوش تول باشا بيش وي ديزا ديش هو اريو بويلا بوش بول اش بولش ناخنا اوتنا خطا زولمي تداليت دوي ديش تول قميل تان ايش تاع اخري процентном отношении уж собицари да мюхчо замунча мюха почалка нюха маша но аля штош амниш юха 1% سو تغيلا قايوكش بولناخ اوينا وي قومنيو تقي 1% خلا جوتر سانزام من شرع يوتقي 1% لخيلر فير غير مخكا واقع مخكا ويلر قير ويلر تحين يوغ ودعوتن دول حال تغن ويتاحدول حولها تقي بريت شوز 1% تغن ماشوا نو احتر ويلو التيشنا دوي 90% 95% от скадирос отсара ويتاحوتن دول حولن انه دحلبو التيشنا دوي وي просто تعدشنيشتا دوش основойтишем социологически уж аура وبين بولش تلمش يا ويتسق تعيل زينشتا وين بيلغل ديل دوي ويتسون ديل دوش توتال ليش دينها وي غوش على تردوي ويتسي انر دوي كديروش الا ويمسو تغلق يروبو دوي اذا отнахан хадишту وي نيت فدو ويتانا طوام قسم ويقومت ويقسم بات طوام بات قير ويلچونسا بات وي элвистен чунса бац вой том قير велик элвисник вой том тагана вой и войгар мохка бакан от вой нахха вой таган мостри бин бол моста верси почал от почалкица буй том гаму так исер почал алшо чекякач лилшо сатоби от Робен сбухой гаму ювецерц мостхала дуецерц исам буецерц дал муклаха оттобана шеве оман амелдин дол шумнах цер жвап дала дезаду цер жвап дюхарду а Хусейн
جنبيته وزواني تزوان إيه إسكري دعوت تشخينا تنخيل زواني يو وإسكري دعوة كنشوت يا زواني يات أحيح واشدق إزوانيش يلر بيجادني يلر تيلر توان بينش توم تبينش نو هينس уже ويتغن إديت ولا ويدقو خاني يريد شوت يا هينس أبوش تول شوت يا نيس دقدو دقو سون هون تيالش سون هو ويز الخيط سون هون تعليل دول حال هون دوز ال سون احتياشنا وسو عديش تول شقميلا دال مقلعه ويعال شو تغن أتوي قومنت يرلك ولا داتسون أتوي قومنت تغن غاس قش كديروش وين إقوال غيرتنيول يرلك دايق نقوي تغن أوكرانيا خيلروي يقن شو خيلروي يقن إيش دعيتنا هو قوم صرخ قميل ده شو خيلرو يرلك وين إثلاتنا الله ديل ريز خيل شنو خيل وتصعبوا شان خيل أتان وتصعبوا نخ إشغور سيز خيلر سرجع غور سخيلر سير نيت سقاشر أتدحلون يه دحلا أصنع وقيت شخلديز هو أرع والشو تان حالخر ببيش بول политика بلا информационный بلا идеологический بلا и бол бабиеш деш войду кузадол шу ду то ду мосу так меч тагуй от свой кома доглаш вот так дал лавец вот я говорю до иншаллах вей иш астваш бон вен аста бон вен кадировец милухауна от звуку от кадировч уата айна от харцон эласойцен курбин قرد ألا باتسونيش قرد بين عشبول ملش بوخا عنوان دال مقلع إناخ أتساعة اسمه ألري 90% بوشنا وحال أترسيا دول حال خيس ديل شوت تساعة تايبنا وقومن تزولم سعانوش وأتساعة دول حال خيس دوشن إن شاء الله دال مقلع الله رئيس خال موقي بيتر يا جواب خلري أت دل خاطر بيتر الله رئيس خيل أحمد رجع أحمد سي ألشين سونا سوقي تريا إشتي خادة إنا سونا تعزولمي دعيسا يرجولش إشتقيتر سونا أنو تو إشت ألشة تو إنت إش دقية يقول يا سونا تع ديك تقيتر هون تأشت سونا خيت تعزولمي ناخ سونا دوخ زولم بي دوخ دعيسا قيسر يقيس يلا تأحمل ورجع إشتو أنو سوقي تريا تو إيه ويلنش إشت إنت قيتي قتو الله ريز قولين إنت خاطر دلو شوي مو خدو أعمد أرول شو هوصل دوي خارسة خدشو بيال خدشو قوش ورئي إنت حقوش واتسي تاكت حنين خاطر دقدن أعمد دقديتن أعمد مو قويتو ويدا صابر أعمد إنت خاطر جواب دليشو يتحوسي وي خاطر دويته جمال نين شو تعسروتشنا أجدلا أشخاطن أزرواب لوردو دا المقلع شو دا تاحا ويقي سوينز مش عاوشون خام أي قزات عجيم وين مخيط تري خان ياتو ظهر بريمو سفاز لاتيا أشبور بلاحا سيقر ويرو نوشو خاطر دلاحا أصف خاطر قطعان خاطرنا جواب لوردوشون فكر بين عشودو قاني إتساع خاطر دويت وأعمد سون تاخون يالش خزري تلش دين ساع خاطر دو شعير يالش نيسا غير داتسي هر أرتور يالا كوغا ين عشودي قاني إز حالتوي السلام عليكم ورحمة الله. مجدول بشي. السلام ورحمة الله وبركاته. ده ساعة در وملدو خبر دي چيدات تقوم تبيشي ويقوم ما دلور دات تعمر شوية قريات انت از اوكراين چن ديش دل غدات چن خطيب 10% وين غدي دل شي باش حالقش ويتقوم بيش از نوخشي چوح جرس خلج تو خلج تقوم بير بولشوات بيرش دو صح دو ارادو وانت يعقوت تنصعب باش حلقات خطيب صعب باش حلق ناكر ورجريتي وين غدا يدق سوا بروس ديريز خل طبعا ارتور جريات ارتور وي قزح دحر وحد يحكي عن دين دعوه بين بولش قيقم تاعه طبعا اوغر بقدول شارخ جرز وين حلوشتو ملخ جرز ليلد وين قزا عامشتو وين عليك طبعا ساعات بتشاق وين عليك
شوز قيت حيت بتشالقيو هر كأليتيو أوكرانيا تاعنا هر توان بيش غو ديش لاتشو بتشالقيش تاعنا تيل لأمتي بي قزعويش إسكر غوشة توش دات إسكر بتشالقين هند يشتو توان ببيش خينا توان بيشتو إسكر أوي إسكر خير دو دات تغن قاسشدو توان بلو شويك توان بعاملو شويك تم ثاني ويموح يوبيرزلو شويك حمتتيجي ويدولتشو حدود قزع جرز دويلخ وردوشون جرزن عامور دويلخ وردوشون قزع نظام دويلخ وردوشون ويش بتشالقنت إيه عليش هني تسبوق وردوشون شو قز حدا قز حاد صدوش وير إز دوي وش دوي بوش ويديترخ ويدير درباخرخ هرتغن خانيق إدوخان تغن إقاتشق تغن ويقعدولش طول حال ويقومت ويبتشالقت تغن وين دنيا نولات دولغو دنيا نولوش طلنا واستل وي إستوريا إسرا لات داتشون تغن هر وي شانس يوشون هر شانس وي إسبولزوتيها ويش مخ دايخي دوشون ويش قاني لرلوريشون ويش بتشالق متا واتلوريشون ويش قام برغت داخل دوشون وت الله دال وت إدوار ويلي وت يعشال ويلو أقوزع تغن شوت إدا شوت إلا غرش البو عليك قون في بوشون أصدال خاصة بيش بكودو خان أرتو شو ما سيرجع باس سو قوس إتشرينجا ويرزن وقتا قوسا سو زمان شو قون خشنوق إح قون خي بولش خين احتاجان خان زام يحقن ورسو أخذ إحليش مسيت شرح تا ريت نستلوق أرينس نسفليرسو وي بيس دال دادولي دال أوكرانيا روسيا توان باختنا تغنا قون خوي غوشقيتش مت كيشون شي مخخ دوغلاس شويك شي مخ برغت باختو شويك بيس تول شولشنا ايج مت كيشون قزا الله دال سوت يا دارزر سوت يا چادلر لويلو مزن شو حدا يحكي قزا جيرز دوشون يا وما يوشون مالوما يوشون وين اي عليك اون نيتس بوشون وين حالغا عليك ماستر وشون وخ وينا ويش مخ بقر وحباق بيش دوشون دال اي بيحكي ويلزم دال الله ريس خون دا سيدو تا قصدي عادي از دو احمد الله ريس خون قصة شروارنا وين خاطر جوح دلرنا تا قدا ابون الكيجش ناس امي دي دوي ادي كلشو تا احمد زين مثلا سلام مارشال اديك دال الله دال مش ماشل يدو دال مع سلام مارشال دال دوشون قصة عم دوشون حقوق بالبول شو تجينس اش حاجه نقدر از كونتكست دوش حدا اش مداقت از كونتكست دوش نش حق دوش شقشوك شقتو بيات شو قزع مسيت ازر موشو لدوش وشو خيش وشو قيتم بولش وشو اصلا دوحل اسم لا برشو قعدوشون هر وغوق ديجيتال تخيو قعدوشون ان شاء الله دال هر و ديجيتال داتشون ديجيتال داتشون نوخش قوم طولم سيبي هر وغوق شق دير داتشون ان شاء الله دال اي بيت كيل ان شاء الله